Już ponad 80 dni minęło, od kiedy Rosja zaatakowała kolejny kraj. Tym razem wojna imperialistyczna, wojna kolonialna toczona jest na Ukrainie. Codziennie o tym słyszymy, ale wcześniej taka wojna była toczona w Czeczenii i tam między innymi druga wojna czeczeńska wyniosła do rangi prezydenta Władimira Putina. Z nami w studio jest Achmed Zakajew, premier Czeczeńskiej Republiki Iczkerii na uchodźstwie. I będziemy właśnie o tym rozmawiać. Witamy pana bardzo serdecznie. Здравствуйте. Przebieg wojny jest taki, że ta ogromna siła Rosji, te tysiące żołnierzy, no łagodnie mówiąc, nie udaje im się pokonać sił Ukrainy. Rozmawialiśmy u progu tej wojny i przewidywał pan właśnie taki wynik. Skąd te przewidywania się wtedy wzięły? Co sprawiło, że był pan przekonany, iż Rosjanom nie uda się pokonać Ukrainy? Дело в том, что я на самом деле был уверен, что русские проиграют войну в Украине. Я был в этом уверен, потому что украинская армия, в целом украинский народ, были очень мотивированы бороться, сражаться и погибать за свою свободу и за свою страну. Дело было в том, что 8 лет российская пропаганда подготавливала украинцев, объявляя их врагами и угрожая им, и оскорбляя их национальное достоинство, они настроили всех украинцев, чтобы они как один стали на защиту и дрались. Именно поэтому, когда мы разговаривали и мне задавали вопрос, вот тот период, когда Путин начал стягивать войска к границам Украины, и более несколько месяцев обсуждалась тема, войдет в войну, начнет Путин войну или не начнет Путин. Я был уверен, что Путин ее не начнет. Я ошибся. А в чем была моя уверенность? Почему я был уверен? Я исходил из логики, из целесообразности и, естественно, из политической целесообразности. Потому что было очевидно, что если Путин начнет войну, он проиграет эту войну. А проиграть войну Украине – это не просто военное поражение. Это значит разрушить ту страну, которую он представлял. Что на самом деле сегодня и происходит. Мы видим, что война в Украине разрушает Россию как страну, как государство. Вот чем дольше она будет длиться, тем быстрее этот день настанет, когда Россия будет демонтирована, или, скажем так, чтобы не обижать национальное чувство русских, она будет трансформирована в какое-то другое государственное образование. И сами русские, нормальные русские, будут в этом заинтересованы. Я уверен, что это произойдет. И Путин к этому ведет ситуацию. No, czy są jacyś normalni Rosjanie? Z tego, co słyszymy, z rozmów na ulicach, z badań opinii publicznej dowiadujemy się, że wręcz przeciwnie, wszyscy popierają Putina i każdy chce, żeby ta imperialna Rosja wygrała z Ukrainą. Дело в том, что я уверен в том, что есть нормальные русские. А то, что мы видим по российскому телевидению, это вот тот тон, который Путин задал. Это вот пропаганда, которая направлена на поддержку позиции лично Путина. И Путин вот так выстроил работу в информационной сфере. Он превратился в очень мощного пропагандиста. И вы знаете, что он стал жертвой собственной пропаганды. Я уверен в этом. Он верит в то, что их ведущие по каких-то телешоу говорят о России, о величии, о возможной победе, о том, что вот скоро украинцы разбегутся. И вот улица, которую они нам показывают, это вот они показывают единство русского народа с Путиным. На самом деле, я уверен, что нормальные люди, они просто выжидают. Я это еще знаю, знаете, по своему примеру, по примеру чеченского народа. Вот сегодня создается такая видимость, что все чеченцы как один поддерживают Рамзана Кадырова и Путина. А я знаю настроение чеченцев в самой республике. Мы видим только
тех, кого нам показывают по телевидению. Но мы не видим десятки, сотни, тысячи, которые сидят, скрипя зубы и выжидают свой час. И я уверен, то же самое происходит и в России. Поэтому русских нельзя списывать как ущербную нацию и как ущербный народ. Русские – это в первую очередь высочайшая культура. Это поэты, писатели, лирика, музыка. Мы знаем про русскую культуру. Мы, в принципе, я имею в виду себя, мы выросли на российской культуре. И я думаю, что в постсоветском пространстве все сегодня имеют возможность общаться с полмиром благодаря русскому языку, который мы знаем сегодня и владеем. Поэтому все русское нельзя списывать, но депутизация России, она необходима. Вот, депутизация России. Я больше настроен к тому, что чем демонтаж России, a говорит o deputyzacji Rosji. Jak pan tłumaczy takie telefony? Ukraińscy żołnierze, ukraińscy dziennikarze dzwonią do rodzin tych, Rosjan, którzy zostali wzięci do niewoli, bądź dzwonią do rodzin rozpoznanych żołnierzy zabitych w czasie walk na Ukrainie i mówią im właśnie, może byście wzięli swojego tutaj człowieka, pochowali go w Rosji, ten i ten jest u nas w niewoli. W odpowiedzi są obelgi, jest zdenerwowanie, jest zaprzeczenie, że przecież żadnej wojny na Ukrainie nie ma, bo to mówi telewizja. Дело в том, что на самом деле это тоже есть причина, есть следствие. Причина этому – это правление Путина вот эти 20 лет. То, к чему он, подыгрывая самым таким низким инстинктом вот того российского общества, вот этого захолустья, которые есть те, которые даже по сегодняшний день ни разу не были в Москве. Ни разу не были в Москве. Вот насколько Россия огромна и это самое. И вот эти люди, которых Путин кормил Соловьевым, пропагандой Соловьева и Скобеевой, эти люди видят только то, что им оттуда по ящику показывают. И они верят только им. Вот только они верят Путину, Скобеевой и Соловьеву. Они даже своим детям не верят, которые звонят с Украины. Вот представьте себе, насколько эти люди оболванены. Они своему собственному ребенку не верят. Говорят, ты говоришь что-то не так. Это совсем не так. Мы это тоже проходили. Но опять-таки я могу говорить о своем примере. Но были и другие солдатские матери, которые жили в наших домах, у наших семей, которые погибли в войне от российских солдат. Эти же русские матери приезжали в Чечню, устраивались у чеченцев и жили там в поисках своих детей. Поэтому российское общество, оно неоднородное. Просто Путин сегодня, исходя из своего внутреннего состояния, нам показывает самую отвратительную и самую отсталую, низменную часть с низменными инстинктами российского общества. Безусловно, оно должно трансформироваться. Вот нормальные русские должны взять судьбу своей страны в свои руки. А это значит не насколько наша страна огромна и сколько у нас колониальных народов, которых мы оккупировали, завоевали и находятся под нами, а насколько мы можем дать свободу собственному народу, себе и другим народам, за которых мы ответственны, за все эти 300-400 лет колонизации этих народов и национальностей. Вот найдутся такие силы. Я уверен, что найдутся. Я уверен, что они есть. Но na to должно być jeszcze время, ja uwierzę. Europejczycy są i w ogóle świat jest zaszokowany tym, co wyrabia rosyjska armia w tej chwili na Ukrainie. Wydaje się, że mamy XXI wiek, że wszyscy mają telefony komórkowe, internet, każdy mniej więcej ma dostęp do informacji. Tymczasem dowiadujemy się, że ludzie są mordowani na ulicach, są gwałty, złodziejstwo, Rosjanie kradną to, co się da. Żołnierze wchodzą do domów i zabierają tam pralki, jakieś mikrofalówki i tak dalej. Wszystko, co da się upchnąć do czołgu. No i człowiek się zastanawia, czy rzeczywiście warto narażać swoje życie, czy ja bym naraził swoje życie dla telewizora albo dla starego laptopa. Widać, że Rosjanie nie mają z tym problemów. Mówię o tym, bo to okrucieństwo było również widoczne w czasie wojny w Czeczenii, ale wtedy jakoś
ta informacja się nie przedostała na Zachód. Myśmy tutaj w Polsce wiedzieli, Francuzi, Brytyjczycy, Niemcy, tam Amerykanie, ta informacja do nich nie docierała. Skąd się bierze ten nurt rosyjskiej duszy? Skąd to chęć pobicia słabszego, okradzenia go, odarcie z godności, zgwałcenie bezbronnej kobiety? Skąd to się bierze w Rosjanach? Россия – страна, которая сформировалась на войнах, на насилии, на жестокостях. Вот вся эта география российская и история России, она сопряжена кровавыми войнами и жестокостями, небывалыми жестокостями. Не только по отношению к колониальным народам, но и к собственному народу. Ну, крепостное право отменено практически не совсем давно. Да? И вот это люди, они еще остаются вот в том состоянии. И началось-то с Чечни, действительно, все началось с Чечни. Вы знаете, вот покойный Жириновский, когда у них наступил такой кризис, экономический кризис, перед тем, как они начинали войну в Чечне, он по телевидению выступал и говорил: идите в Чечню, чеченцы забрали все ваше богатство. Ваше отсутствие зарплаты, отсутствие экономический кризис в России был сотворен чеченцами. Вот как Путин сегодня подготавливал свое общество, представляя украинцев как людей, как страну, которая представляет величайшую угрозу безопасности России, он точно так же, русские подготовили свое общество по отношению к чеченцам. И вот это оттуда идет. Чеченцы, грузины, украинцы, у них в природе эти люди, которые так же, как и поляки, хотят жить, умеют жить и делают все, чтобы создавать какой-то комфорт и уют. И, естественно, для тех русских, которые приехали из захолустья какого-то, где даже туалеты на улице стоят, для них унитаз или вот мародерство – это у них в крови. И как в древние времена каким-то вот таким для нашествия татаро-монголов им объявлялось какое-то несколько дней, что они могут мародерничать, они могут забирать, и это была расплата. А это вошло в традицию советской армии. Вы вспомните, что советская армия вытворяла после Второй мировой войны, вернее, в период Второй мировой войны, когда якобы они освобождали европейские страны. Что они вытворяли и в Германии, и в западных странах Западной Европы. Поэтому это у них в традиции, это у них в крови. Но почему-то европейцы, когда это происходило с нами, поляки, да, потому что поляки прошли через эту жестокость. Они знали, что такое русская армия, что такое советская армия и что такое Россия, они знали. Но на Западе почему-то были подвержены другому пониманию. Они их представляли победителями, и им казалось, что Россия после распада СССР, что это новая страна, что это новые позывы, и что она будет развиваться и станет правовым государством. Jak się okazuje, ta sama mongolska horda, która tutaj najeżdżała Europę w XIII wieku. То еще это та же самая монгольская орда, которая в 13 веке. Сегодня это там, потому что им допустили, вернее, им позволили и простили то, что они сделали в Чечне. И поэтому они сегодня вернулись в Европу с этими же методами, с теми же методами, которые они отрабатывали. Вы мне возьмите любой момент, вот любой эпизод вот сегодня в оккупированной Украине, или в Грузии, или в Молдавии, я вам скажу, что этот метод один к одному отрабатывался он в Чечне, и после этого он переносился в какой-то другой регион. No i teraz Czeczeńcy, którzy cierpieli w czasie wojny czeczeńskiej, przed 20 lat temu, nie tak dawno, biorą udział pod wodzą Ramzana Kadyrowa w napadzie na Ukrainę i słyszymy o okrucieństwach armii czeczeńskiej, o gwałtach, o znowu kradzieżach dokonanych przez tych wojowników. Skąd to się bierze? Dlaczego w ogóle takie hasło "idziemy na Ukrainę" zostało tam przyjęte? I rozumiem, że ci ludzie zgłosili się z własnej woli. В этом вина Западной Европы. Я не могу сказать вина Польши, но уверенно могу сказать, что это вина европейской цивилизации. Нас предали. Нас не просто предали, нас отдали на откуп путинскому режиму и русистам.
Дело в том, что даже люди, которые переходили, удавалось им добраться до Европы, они получали здесь политическое убежище, а их по запросу России за то, что они оказывали сопротивление российским войскам в течение вот этого времени, их выдавали в Чечню. И вот теперь просто для сравнения. И росло другое поколение. Вот эти молодые люди, которые сегодня находятся в Украине, в рядах российской армии, на их стороне. Эти люди выросли вот под этой пропагандой. Весь мир им внушил, что мы, чеченцы, которые боролись за свою свободу и независимость, что мы были неправы, что мы были виноваты перед русскими, что нас правильно объявили террористами и злодеями. И вот эта молодежь, которая выросла под этой пропагандой, когда им весь мир внушил, что Россия права, да, они себя чувствуют сегодня частью вот этого режима, путинского режима, но они уверены, что они поступают. Однако, я вам скажу, там тоже ситуация неоднозначная. Есть те, которых Кадыров туда засылает, есть те, которые туда сами идут. Вот тех, кого засылают, я вам для примера приведу, я эти примеры знаю. Вот 25-26 тысяч чеченцев сидят в российских тюрьмах за участие в Первой и Второй войне. У них дома остались дети. У кого дети, они уже выросли. У кого братья младшие, они тоже выросли. Они сегодня в состоянии нести оружие. Их вот заставляют выезжать туда взамен освобождения их родственников, которые не просто от срока, что они, если они откажутся, то их убьют там. И есть те, которые попадают на чем-то, им говорят, вы езжайте туда, мы вам все списываем. То есть это не чисто добровольный подход туда, к этой проблеме. И другой вопрос, такой же, который, слава Всевышнему, сейчас украинцы очень четко разделяют. Чеченцы и кадыровцы. И в российской армии, в сегодняшней российской армии, которая воюет против Украины, дорогой мой, я вам скажу, в процентном отношении украинцев этой армии, которые воюют на Украине, в Украине против украинского народа, их десятки, сотни раз больше, чем чеченцев в этих рядах. То есть это вот такие издержки вот той человеконенавистнической политики, которая строится веками, годами в самой России. И она, Россия и их пропаганда, умеет людей превращать в манкуртов. Не только чеченцев, но и поляков, которые подпадают под их влияние, и украинцев. Но поляки, на самом деле, я с вами согласен, они больше оказались, как бы сумели противостоять, у них больше был выработан иммунитет, чтобы не пойти в этом направлении. Хотя какие-то проявлenia jest i w этом вопросе. No, chciałem teraz pana zapytać o tych przyczeńców, którzy walczą po stronie Ukrainy, którzy, nie wiem, z emigracji gdzieś ściągnęli na Ukrainę i stworzyli tam batalion, który walczy o wolność. No i walczy tak jak nasza polska tradycja mówi, za wolność waszą i naszą. Wy będziecie wolni, to my również. Они там есть, и мы очень гордимся ими. Мы очень гордимся теми, кто взял оружие в руки и стал на стороне украинцев и воюет там. Ahmed Zakajew, premier Czeczeńskiej Republiki Ichkerii na uchodźstwie, był naszym gościem. Panie premierze, dziękujemy bardzo i dziękuję państwu za uwagę.